Добрый день. Время новостей на телеканале ТУА-24. В студии Мадр Сандан. Сегодня День памяти и скорби в России. Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жизней. Развязала ее нацистская Германия. Победную точку в ней поставил многонациональный советский народ. В этот день по всей стране проходят памятные мероприятия, общероссийская минута молчания, акция «Свеча памяти». Исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Хавалык призвал жителей республики почтить память всех, кто отдал свои жизни для мирного будущего. Советский народ в тяжелейшие для страны дни проявил свои самые ценные качества – мужество, сплоченность, самопожертвование, любовь и преданность отчизне, отметил он в своем блоге. Этот день перевернул судьбы всех людей. Как для них началась эта страшная война и что сделать, чтобы больше не допустить такого на земле, рассказали наши ветераны. 15-летний Георгий Абросимов о начале войны узнал от соседского мальчишки, который младше его на 2 года. Алексей Селиванов, так звали его, бежал навстречу Георгию и кричал: «На нас японцы напали». О том, что война была с Германией, Георгий Абросимов узнал только через неделю после того, как вернулся домой, перепахав поля. В то время Тувинская Народная Республика была отдельным государством и только 11 октября 1944 года вошла в состав СССР. Несмотря на это, не только ТНР, но и весь мир боролся против фашистов. Как не допустить начала войны, рассказал ветеран Великой Отечественной войны. Слушать можно слушать всякому. Слушать и хорошее, но это надо отсеивать, что хорошее, что и плохое. Вот скажи такому маленькому, чтобы он тебя там, убил кого-то или там напакостил. Он ведь это будет делать. А скажи ему нельзя, он тоже не будет. То есть убеждать надо каким-то образом. Особенно вот молодежь это делать нельзя, он все равно делает. Все. Вот так вот. Так что нужно самой быть более внимательным. Особенно молодежь. Не слушать все то, что говорят. Кирилла Маркова с 1951 года призвали в ряды советской армии. Его войсковая часть занималась ликвидацией бандитских формирований в Литовской ССР, таких как Соколас, Симонос, Бондолос, Жольгерис и Вилкас, которые препятствовали установлению советской власти. 11 марта 1985 года по указу Президиума Верховного Совета СССР он был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Кирилл Марков имеет ряд правительственных наград и поощрений. Свое напутственное слово нашей молодежи говорит уже под мирным небом во дворе своего дома. Вот чтобы договорились все руководители партии, всего народа, да, какие бы они там ни были, все равно, чтобы договорились жить мирно, трудиться. Иван Родников рассказывает, что хотел пойти в летчики, но так как образование всего 4 класса, сразу забраковали. Вместо этого попал в автополк. Сейчас уже ходит тяжело, но помнит все до мелочей. Чтоб не допустить войны, считает, нужно трудиться. Чтоб не было войны, все собирались и договаривались, чтоб мирно было. Как рассказали наши ветераны, чтобы не допустить войны, нужно работать руками и головой, слышать внимательно то, что говорит твой оппонент, решать вопросы мирно и только диалогом. А мы, в свою очередь, желаем нашим ветеранам здоровья и благополучия. Благодарим за чистое небо над головой. Спасибо вам за мир. Алдынкыз Буян Ойон, Кузелсарык Сарен, Тува-24. Большой вклад в победу над фашизмом внесла и Тувинская Народная Республика. На фронт были отправлены тувинские добровольцы, лучшие сыны и дочери республики, красные обозы с продовольствием, теплой одеждой, тысячи голов скота. Для фронта от мала до велика трудились все. Наши корреспонденты встретились с теми, кому довелось жить и трудиться в военную пору, с теми, кто ковал победу в тылу. Участник Великой Отечественной войны Наталья Ивановна Маслова живет в Туве с 1959 года, а родилась она в августе 1923 года в селе Борма Теренгульского района Ульяновской области. В 1943 году выучилась на связиста-телеграфиста и с 1943 по 1946 годы служила связисткой на белорусском и украинском фронтах. В 1945 она была направлена связисткой в Японию. Наталья Ивановна награждена медалями за победу над Германией, за боевые заслуги, а также имеет много юбилейных медалей. На фронте Наталья Ивановна была медсестрой, поэтому в честь медицинского работника музыканта духового оркестра 55-й мотострелковой бригады поздравили ветерана произведением композитора Давида Тухманова «День Победы». Пожелаю мирного вас неба, чтобы ваши дети учились, хорошо жили, мирно.
вот нашей республики. Судьба фронтовика сложилась так, что в 1959 году приехала в Туву. Работала в разных организациях в качестве повара, санитарки, рабочей. Видимо, фронтовой опыт воспитал в ней небрезгливый характер. Она бралась за любую работу. И толерантное отношение к людям любой национальности. Не боялась никаких трудностей. Здесь, в Туве, и осталась жить по сей день. Про Туву она говорит: «Моя родина». Здесь у нее родились дочь Татьяна и сын Владимир. У фронтовички 7 внуков и еще 13 правнуков. Айсу Монгош, Буян Монгош, Гузел Сарык-Серен, телеканал Тува-24. Сегодня Республиканская избирательная комиссия приняла пакет документов от кандидата на должность главы Республики Тыва Владислава Хавалыга. Напомним, 20 июня решением конференции регионального отделения партии «Единая Россия» Хавалыг большинством голосов участников был выдвинут кандидатом на выборах высшего должностного лица республики. Сегодня до избирком Республики Тыва я подал пакет документов, чтобы мне дали разрешение на открытие специального избирательного счета для моего избирательного фонда. Хорошее настроение. Боевое, конечно. Выполняющий обязанности главы нашей республики Владислав Терещаевич принес документы для регистрации своих уполномоченных по финансовым вопросам. Проверив эти документы, избирательная комиссия приняла решение их зарегистрировать и выдать ему разрешение на открытие специального счета в Сбербанке Российской Федерации для его избирательного фонда. На основании этого разрешения я полагаю, что сегодня счет будет открыт. Владислав Хавалыг стал первым кандидатом на пост высшего должностного лица республики, подавшим документы в республиканский избирком. Я продолжу текущую работу и буду решать насущные вопросы нашей республики на федеральном и региональном уровне, не сбавляя заданных темпов, сказал Владислав Хавалыг журналистам во время пресс-подхода. По предложению Управления Роспотребнадзора, которое было поддержано правительством, в этом году выпускные вечера в школах республики вновь пройдут с ограничениями. Для нашей же с вами безопасности обязательно соблюдение масочного режима, социальной дистанции и других мер. Продолжит Инна Клоян. Выпускные вечера в Туве отменили из-за сложной эпидобстановки. Так, церемонию вручения аттестатов при благоприятных погодных условиях рекомендовано проводить преимущественно на открытом воздухе с участием не более 2 параллельных классов. На торжественных мероприятиях допускается участие одного из родителей при условии наличия полного комплекса вакцинации, либо отрицательного теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до мероприятия. 19 июня у нас прошли мероприятия в 9 классах, торжественное вручение аттестатов. 26 июня запланированы торжественные мероприятия по вручению аттестатов за среднее полное общее образование 11 классов. В этом году в связи с усложнением санитарно-эпидемиологических требований будут проходить торжественные мероприятия с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Организаторы мероприятия обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты, которые необходимо менять каждые 2 часа. Также строго соблюдать безопасную социальную дистанцию между классными коллективами. Также в это время будут проходить рейдовые мероприятия. С 9 до 11 часов будут проходить рейды. Это педагогов школ, родительского патруля. Ну а также и департамент по образованию тоже будет участвовать в этом, в рейдовой группе. Все эти мероприятия, они проводятся с целью сохранения здоровья наших выпускников, для того, чтобы здоровыми, крепкими они поехали поступать в высшие учебные заведения и смогли реализовать свою мечту. При входе в школу должен быть организован входной фильтр с помощью бесконтактного термометра и пункта бесконтактной обработки рук кожным антисептиком. Помещения должны быть продезинфицированы. Их рекомендовано проветривать каждые 2 часа работы. Выпускные. Очень жалко, что мы уже 2-й год подряд не можем полноценно провести выпускной вечер со всеми нашими традициями, с поздравлениями, с подготовкой красивых номеров, с торжественным вручением аттестатов, с красивыми платьями, с веселой музыкой.
Но что делать? Дело в том, что при всем желании, учитывая особенности проведения выпускных, мы не можем 100% соблюсти все меры предосторожности при коронавирусной инфекции. Потому что это и поздравления, это общение, это когда дети будут общаться друг с другом не только внутри одного класса, но и между классами. Наша съемочная группа решила поинтересоваться у жителей и школьников Тувы, как они относятся к тому, что выпускные вечера у школьников, которые бывают только раз в жизни, отменили. Как вы относитесь к тому, что отменили школьные выпускные? В большей степени позитивно, потому что из-за того, что у нас в регионе довольно сильно не соблюдают коронавирусные ограничения, то у нас школьники же еще в основном как раз таки не соблюдают эти ограничения, так как не понимают большинство проблем от коронавируса. И поэтому я думаю, что вполне себе целесообразно это отменять подобные мероприятия. У нас тоже не было торжественного выпускного. У нас выпускного не было, так как сказали, что вот ничего не будет, все отменили. Но мы очень расстроились. Хотели хотя бы с классом куда-то сходить, но учитель запретил, сказали, все равно будут огромные штрафы, но мы очень расстроились. Лучше, конечно, чтобы это все было. Я бы сказала, что хорошо, что отменили, потому что заболеваемость растет. Ну, понять можно. Пандемия же. Ну, вечера, по-моему, не надо отменить его. Это же один раз школу заканчивают люди. Конечно же, очень жаль, что у нас не будет выпускных вечеров. Очень хотелось надеть красивое платье, сделать красивую прическу, веселиться всю ночь в школе. Очень хотелось поздравить друг друга торжественно, родителей, поблагодарить учителей. Но, к сожалению, сделать это мы можем только онлайн. Я не вижу ничего страшного в том, что выпускные вечера отменили, потому что, учитывая сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом, для нас в первую очередь нужно беречь свое здоровье, ведь впереди у нас очень важный период, первое поступление в вузы, и для нас важно беречь здоровье и пройти успешно вступительные испытания. Выпускной, я считаю, это один из важнейших моментов становления молодых людей. Это определенный этап, и он всегда сопровождается, он всегда остается в памяти. Поэтому я считаю, что надо было подумать, как это организовать, в каком месте, чтобы не было скопления народу. Ну, то есть какие-то есть же определенные нормы. Я считаю, что так. Поэтому желаю выпускникам держать руку крепко. Но так случилось, значит в жизни вы справились с очень большой задачей, таким первым таким испытанием. Но в жизни все остальное будет хорошо. И желаю всем вакцинироваться и укреплять иммунитет. Празднование выпускных в помещениях объектов общественного питания, в том числе кафе, барах, банкетных залах, ресторанах и ночных клубах, запрещено. Всего по республике в этом году 3227 выпускников. Инна Клоян, Владимир Сюртук, Чайхан Дангак, Ангар Оржак, Тува 24. В дикой фауне Алюрского и Пихемского районов республики выявлен высокопатогенный птичий грипп. Наличие вируса подтипа H5 подтвердилось у птиц на озерах Упцунур и Белое. Владельцам домашней птицы необходимо строго соблюдать безвыгульный режим, не выпуская птицу на водоемы, а в случае ее гибели или угнетенного состояния обращаться в ветеринарную службу, а также сообщать о подобных фактах в Минсельхоз Тувы. Интернет-мошенничество бьет рекорды. Злоумышленники все чаще стали обманывать жителей через социальные сети. Так, 18 июня в полицию Кызыла обратился очередной пострадавший от мошеннических действий. Подробнее наш корреспондент. Обратившийся житель Тувы пояснил, что ранее он разместил в социальных сетях объявление о том, что желает приобрести путевку в детский оздоровительный лагерь «Орленок» для своего сына. Вскоре на его объявление откликнулся мужчина, который, позвонив заявителю, представился начином. Затем под предлогом оформления путевки в лагерь звонивший взял с него предоплату в сумме 6000 рублей, после чего перестал отвечать на звонки. В тот же день оперуполномоченные уголовного розыска управления МВД России по городу Кызылу вышли на подозреваемого и доставили его в полицию для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее несудимый житель города Кызыла 1996 года рождения. Тогда 1 числа взял половину, потом тоже половину взял. С какой целью вы деньги взяли у человека путем обмана?
продавал, продавал путевки, лагерь. И по данному факту вы вину признаете? Да, вину признаю. Если вы пострадали от преступных посягательств данного гражданина, МВД по Республике Тыва просит обратиться по телефону 8 999 179 53 91. Только за прошедшую неделю в республике зарегистрировано 11 обращений граждан о причиненном им ущербе в результате краж и дистанционных мошеннических действий. Одно из них раскрыто накануне. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Фигурант дал признательные показания. В настоящее время устанавливается его причастность к иным противоправным деяниям. МВД по Республике Тыва напоминает, никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты, в том числе при покупке товаров через интернет-сайты, и не сообщайте дополнительные данные банковских карт. Инна Клаян, Ангер Оржак, Тува-24. В 2012 году на Паралимпиаде в Лондоне российские лучники взяли золотую медаль. Среди победителей был и тувинский спортсмен Михаил Аюн. В личном первенстве Михаил стал бронзовым призером Паралимпиады. Непростым был путь к победе. Однако сегодня Михаилу Аюну приходится преодолевать совсем другие барьеры. Подробности в нашем материале. В село Байхак Тандынского Кажуна выехали журналисты и члены регионального общероссийского народного фронта. В спортивном центре села Байхак Тандынского Кажуна, директором которого является паралимпийский чемпион Михаил Аюн, с 2015 года не может решиться большая проблема, из-за которой центр медленно ветшает. Как только начинается весна, директор спортивного центра села Байхак Михаил Аюн, паралимпиец Михаил Аюн, залезает на крышу центра и начинает отдалбливать лед. Если он этого не сделает вместе со своими сотрудниками, крыша вся протечет. Впрочем, она протекает и так. Ситуация продолжается с 2016 года, и она до сих пор не решена. А именно из этого центра выходят спортсмены и даже олимпийские чемпионы. Спортивный центр Байхаки введен в эксплуатацию в 2015 году. Став его директором, Михаил Аюн был решительно настроен на своей родине, в Танды, воспитывать и растить чемпионов по всем видам спорта. Но, как выяснилось, в здании есть серьезные недоделки. Его изначально сдали с большим браком. Из-за отсутствия вентиляции на крыше скапливается лед, а здание влажное и холодное. Каждую весну с крыши мы снимаем профлист полностью, долбим лед сантиметров 5 где-то. Потом этот лед счищаем с крыши. Потом неделю-полтора оставляем так, чтобы все высохло сверху. И опять вот этот профлист закрываем. Вот так мы выходим из ситуации. Региональный народный фронт вот уже много лет вместе с Михаилом Аюном, который также является членом ОНФ, бьются во все двери. Недобросовестный подрядчик ушел, гарантийные сроки закончились. Администрация Кажуна отправляет Михаила в Минстрой, Минстрой снова в администрацию, а Михаил Аюн весной латает крышу, летом ремонтирует трубы, а круглогодично вместе с сотрудниками белит, красит, замазывает. Но это не выход. Красивый перспективный центр, куда ходят заниматься различными видами спорта ребята со всего Кажуна и в который вложены государственные деньги, на глазах разрушается. Помимо стрельбы из лука здесь занимается вольная борьба. Борьба хрящ, теннис, бокс. Ну и в этом году мы с работниками посмотрели, нашли, мы это и знали, что бадминтон – это такой вид спорта, есть олимпийский вид спорта. И тут в начале года мы начали бадминтон развивать среди детей. У нас сейчас на данный момент задача моя и моих работников, чтобы с нашего зала по независимому по стрельбе, хоть с какого вида, хотя бы чемпион России вырос. Вот такую мы задачу поставили. Михаил Аюн родился в селе Дурген. Стрельбой из лука увлекся в 13 лет. В 1995 году впервые поехал на соревнования за Саяны и в дальнейшем уверенно первенствовал среди юниоров и шел дальше. Мастер спорта международного класса по стрельбе из лука. Он ставит себе задачу, чтобы из его родного района вырастали олимпийцы. Вот и ведет пока неравную борьбу с крышей, холодом и чиновниками. Летом спортсмены занимаются на живописной поляне, где еще тренировалась лучница Елена Тутачикова и другие именитые спортсмены.
спортсмены из Танды. Одержит ли Михаил победу? Очень надеемся. Общероссийский народный фронт в Туве и паралимпиец продолжают борьбу до конца. Центр должен быть. Татьяна Рамазанова, Чихан Дангак, Ангыроржак, Тува 24. На этом у меня все. Всего вам хорошего. До встречи на телеканале Тува 24.